Первые фотографии Тайсона в социальных сетях появились 5 февраля. Казанцы с удивлением рассказывали о псе-путешественнике. Потом к фото добавилось объявление с просьбой не обижать животное и по телефону сообщить о его маршруте. Так стало известно о том, что пес из поселка Мирный. У него есть хозяева и куратор Эльмира Ишмуратова. Совершенно посторонний человек, который оказался неравнодушным к судьбе Тайсона. Это она на ошейник повесила специальный брелок, чтобы легче было вернуть путешественника домой. Ух ты, звонкий. За 2 месяца Тайсон совершил около 20 поездок в город. Озеро Кабан, театр Камала, колхозный рынок, Московский и авиастроительные районы. Как пес оказался в Верхнем Услоне, до сих пор загадка. Не зная, как вернуться домой, Тайсон целый месяц жил в подъезде дома. Но и туда Эльмира приехала, чтобы забрать собаку. Каждая встреча с Эльмирой для пса – радость. За 2 месяца женщина стала ему не только другом, ангелом-хранителем. Одно из путешествий на высокую гору могло бы стать последним. Пес уже умирал от голода и холода, когда прохожие обратили на него внимание. Вы посмотрите, он спит, как ребенок. Эльмира не всегда может быстро приехать за псом. Астматик с больным позвоночником, она сама с трудом передвигается. Так что на высокую гору пришлось вызывать зоотакси за 800 рублей. Мне позвонили мальчики, говорят, ваша собака тут умирает, говорит. Я говорю, как умирает? Она, говорит, судорога, говорит. Ну все, у меня сердце не на месте, душа не на месте. Поднесите, говорю, собаке к уху телефон. Я говорю, Тайсон, мальчик мой хороший. Как собака встрепенулась, ожила. Вот этот пес, вот. Да. Вот такой вот, да? Такой был. Вот такой вот пес был. Бегали, да. Бегает здесь, да? Бегает? Мы решили сами разыскать Тайсона. Супермаркет в Мирном. Здесь большую часть времени проводит пес. Отсюда он начинает свои поездки на 23-м автобусе. Не знаю, откуда появляется. А долго он здесь у вас бывает? Ну вот целый день вчера был, где-то ушел, приблизительно уже когда стемнело. Но наши поиски не увенчались успехом. Последняя надежда – хозяйский дом, куда он мог отправиться зализывать раны после недавней поездки в город. Но его конура оказалась пустой. И сухой корм, и мокрый корм, и вода – все есть. Чего не хватает собаке, непонятно. В семье Нины Ивановны Тайсон появился 5 лет назад. На приключения его потянуло 2 года назад, отчего стал доставлять большие неудобства хозяйки. Деревенскому псу положено на цепи сидеть, а в редкие часы свободы ухаживать за местными невестами. Вот только Мирный уже давно не деревня, а микрорайон города-миллионника. Я пыталась его уже не выпускать, думаю, надоело все эти мне шумихи, эти газеты, все это надоело. Он не может сидеть. Вот, я говорю, начинает лаять, уже все соседи говорят, ты что у вас с собакой? На улицу просится. По мнению казанских зоологов, Тайсон хоть и дворняга, но пес с интеллектом. Поездки на автобусах, скорее всего, это имитация охоты, а еще компенсация недостающего общения с человеком. Если бы, возможно, хозяева Тайсона как-то немножечко включились в его жизнь и захотели бы как-то в ней тоже поучаствовать, и взяли бы тоже раз в неделю хотя бы куда-то с ним ездили, возможно, у него тоже не было необходимости мотаться одному. Ученые отмечают, что дворняжки, а в основном бездомные собаки, в последние годы заметно поумнели. Проявлять смекалку их заставляют условия современного города. Собаки приспосабливаются к условиям города и проявляют совершенно чудеса вообще социализации, чудеса изобретательности. Хорошо известны случаи, когда собаки переходят на зеленый свет. Особая каста – так называемые метропсы. Они точно знают, на какой станции им выходить, а подземка для них – теплая и уютная нора. Бездомные псы по своему поведению делятся на 4 группы. Попрошайки – это те, кто еще совсем недавно были выброшены на улицу. Вторая стадия одичания – собаки-собиратели, уже не реагируют на человека. Главная их задача – отыскать еду на городских помойках. Обратите внимание, что зимой собак крупных в городе много, а летом они уходят на автозаправки пригородные, где их подкармливают из каждой открытой почти двери. Они как раз тут и будут плодиться, и их щенки будут без участия человека расти. Вот это будет стадия одичавших собак. Дикие собаки – 4-я и самая опасная группа, причем для всего живого в лесах. Они страшнее волков, естественных санитаров леса, считают ученые. Есть случаи документальные, подтвержденный, когда в одной из деревень Татарстана на озере, где было 50 гусей, все 50 гусей были выловлены собакой, которая привела своих щенят и учила их охотиться.
Сейчас в лесах Татарстана обитает всего 7 волков, а бездомных собак только в Казани около 30 тысяч. Причем крупных собак, мелких, они просто съедают. Отстрел животных, как показала практика, не принес результата. По данным соцопросов, только 1% россиян беспокоит проблема бездомных собак. А тех, кто не верит в собачьи приюты, за последние годы выросла в 4 раза. Есть исследования по Европе о том, что как только увеличивается до 70-80% количество владельческих собак, которые были кастрированы или стерилизованы, сразу же падает число бездомных. Выходя на свои прогулки, Тайсон по большому счету превращается в обычного бездомного пса. Единственная связь его с домом – это ошейник с брелоком. Жители поселка Мирный заметили, что Тайсон пропал во вторник, 2 апреля. О месте нахождения пса-путешественника с тех пор нет ни одного сообщения в социальных сетях. Молчит телефон опекуна. Елена Горбунчик, Андрей Ключиков, Андрей Мохов. 7 дней.